مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون نمت عيون الخائنين وعين نجد. Что такое мечта? Это звезда, ведущая нас по дороге жизни. Такая далекая, но такая манящая. Она указывает направление, в котором нужно двигаться, чтобы прийти к желанному уделу. Картины чудесного будущего, рисуемые воображением, всегда дают человеку надежду на лучшее. Они успокаивают сердце в трудности и помогают выдержать самые сложные испытания времени. Главное, чтобы мечта была по-настоящему светлой, чистой, наполненной самыми искренними чувствами. У большинства людей она есть, своя путеводная звезда. Одни готовы рассказывать о мечте, расписывая ее во всех красках мира, другие стесняются говорить об этом вслух. Кто-то считает, что заветное желание должно так и оставаться, в мыслях, на то она и мечта, чтобы быть несбыточной. Другие уверены, что любую мечту можно и нужно осуществить в реальности, видя в этом единственный путь к счастью. Герои нашего сюжета – это люди, чьи стремления к заветному нельзя назвать их собственными, личными и никому больше непонятными. Их разделяют миллионы мусульман со всего мира. Мавлудин Тагирбеков и Айханум Агамирзоева – жители сел отдаленного Сулейман-Стальского района, счастливцы, чьи имена выпали при жеребьевке на благотворительный хадж по линии Сулеймана Керимова. У Мавлудина из Новомакка большая семья, 5 детей, 4 девочки. Постоянной работы в селе нет, случайные заработки помогают поддерживать хозяйство. Дом, внутренние работы и прочие хозяйственные дела он делает сам, своими руками. По религиозному посчитать 3 дочки мне совершеннолетние, вот эти двое самые младшие, 2 дочки уже окончили Исламский университет в Махачкале, одна сейчас в данное время там учится. Приходится где-то преподает работа, где-то что-то нужно делать, где-то ремонт квартиры. Но не всегда селение у нас, видите, как у нас появляются мастера по принуждению, так как называется. Ну, из-за этой конкуренции даже приходится дома сидеть, ничего не делать. То, что вот здесь что видно, это приходится, вот здесь ремонт, все делается моими руками же. Конечно же, не с помощью родственников. Сейчас племянники, сейчас свадьба будет скоро. Ну, они помогают, конечно, друзья, родственники, все собираются. Конечно, всегда помогают родные. Дагестанцы по сей день сохраняют крепость семейных уз. Эта семья – прекрасный тому пример. Вместе они ведут не только хозяйство, но и даже помогли в возведении новой мечети в своем селении. Собственными руками Мавлудин строил купол. Алхамдулиллах, приходится, да, участвовать. Конечно же, это же большое счастье участвовать в строительстве мечети. У нас семья тоже большая, и отец молится, вернее. И мать покойная тоже молилась. Ну, у нас семья, можно сказать, религиозная. Ну, из-за, наверное, ну вот это есть ислам, конечно, все объединяет. Ислам это не то, что семью. Ислам это целую уму объединяет. Поэтому ислам это самое важное, это самое нужное для нас. У Айханум из селения Ашагастал тоже не маленькая семья. Вот уже много лет, как она осталась одна, без мужа, растила своих детей, ставила их на ноги. Благо теперь в приближающейся старости помощников у нее хватает. 15 внучат, и все они очень рады тому, что бабушке, иншаллах, наконец удастся осуществить свою давнюю мечту. Отправиться в хадж Айханум мечтала с начала 90-х, однако средств на это у большой семьи никогда не хватало. У меня 5 детей есть. Муж умер, уже 24-й год он умер. Ну, доход нету, поэтому я не могу. В наших селениях нет денег так. Люди неимущие, да? Из Казмаля наше селение, 2 селения, уже 5 билетов у нас. И 2 наших. 2 человека у нас же, 3 на Казмаляр. Горячее желание совершить хадж близко каждому мусульманину, который стремится заслужить довольство Всевышнего Аллаха. Ведь там, на священной земле, каждый может получить шанс на прощение и спасение и попросить той же милости для своих родных и близких. Есть люди, которые идут к этому всю свою жизнь, старательно откладывая понемногу на продолжительное путешествие. А некоторым, и эта категория людей очень широка в наши дни, не хватает даже на жизнь, не говоря уже о том, чтобы накопить достаточную для поездки сумму. Но предопределенное не отодвинуть.
Если Аллах пожелал увидеть гостем на хаджи своего раба, то никакие обстоятельства не способны это изменить. Дуа мусульманина, всем сердцем полагающегося на своего Господа, раздвигает границы возможного. Всегда находятся благотворительные организации, которые протянут руку помощи. Верующему остается лишь стучать в двери, даже если кажется, что они закрыты. Дагестанцам в этом отношении невероятно повезло. Им даже не приходится стучать. Меценат Сулейман Абусаидович Керимов уже много лет подряд отправляет своих земляков в паломничество, полностью оплачивая им дорогу и проживание. Кто-то из мудрых сказал, что по-настоящему сильный человек – это не тот, кто способен достигнуть собственных целей, но тот, кто может помочь другим людям осуществить их мечты. От нас большое спасибо. Он оказал большую помощь. Пусть Всевышний счастливит его через его детей. Пусть его дети будут счастливы в исламе. Некоторые говорят, что желаниям, подобным мечте, нельзя сбываться. Потому что, когда исполняется что-то заветное, после эйфории приходит понимание, что цель достигнута, желать больше нечего, и в душе поселяется пустота. Верно ли это? О чем будут мечтать наши герои, когда святые земли будут позади, а все обряды хаджа, иншаллах, благополучно исполнены? Ну, о чем может человек мечтать, мусульманин, правоверный человек? Это довольствие Аллаха, конечно же, и в радости, и в горести. Ну, в любом случае, благодарить Аллаха, я так думаю, что только довольствие Аллаха, о том можно мечтать. Моя мечта сбылась, я дожила до таких дней. Все, что я хотела, я получила. Единственное, что я хочу, это чтобы мой хадж был принят. Чтобы мечта сбылась, надо уметь ждать, размышлять, быть терпеливым и благодарным. Не стоит расстраиваться, если и в этом году кому-то не удастся прикоснуться к великим святыням ислама. Всевышний Аллах знает о лучшем времени для исполнения всех желаний верующего. А в тот момент, когда надежда совсем оставляет сердце, нужно вспомнить, что его, Всевышнего, планы на нашу жизнь лучше, чем всякая человеческая мечта.